Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что сейчас происходит с вами? Что сейчас происходит в вашей жизни? Ну и к чему все идет? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, непростая отсыпка вышла. Но вот даже по первым фрагментам похоже, что не сладко вам сейчас. Не сладко, я бы даже сказала, очень горько. Очень много каких-то событий негативного характера происходит и с вами, и вокруг вас. И еще здесь показано, что вот с организмом что-то не в порядке. Вот какой-то разлад идет. Что-то болит, либо там какая-то хроника воспалилась, да, вот хронические заболевания дают о себе знать. У кого-то какая-то болячка, вы понять не можете, что это, да, вот безуспешно лечитесь и только хуже становится. Опять же, расшатанная нервная система. Ну и вокруг вас тут какой-то хаос происходит. Люди как-то странно себя ведут. Еще показано, что у вас вот прям болезненно поступок какого-то человека подкосил в прошлом. То ли вас обманули очень сильно, то ли предали. Тяжело, вам очень сильно тяжело. Люди, на которых вы рассчитывали, вот как-то сторонятся вас, отворачиваются. Либо в принципе, да, делают вид, что вас не замечают. Люди, которые были у вас на хорошем счету, да, вот как до неузнаваемости поменялись, причем как-то быстро, чуть ли не за один день. Вы не понимаете, с чем это связано. Еще такое ощущение, что от вас как от прокаженного шарахаются. Вот как вы сами по себе находитесь. Вот где-то вокруг вас происходит жизнь, а вы как вне этой жизни, да. Тяжело, очень тяжело, очень много испытаний, очень много неприятностей. И вот поведение людей, омерзительное, отвратительное поведение людей. Конечно, вы теряетесь в догадках, что происходит, да, чем я такое заслужила, почему люди так себя ведут, почему мне так плохо, почему мне так больно, почему планы рушатся, да, вот прям на глазах в пепел превращаются, почему я не могу жить свою нормальную, полноценную жизнь. Вы многого от жизни не хотите, я вижу, вы очень скромный человек. Вы просто хотите стабильности, спокойствия, хотите, чтобы завтрашний день, настал, да, и был, чуть лучше, чем, например, сегодняшний, да, об этом вы просите, об этом вы мечтаете. У многих из вас есть подозрение, что, на вас либо порчу сделали, либо это какое-то проклятие на вас легло, но потому что нет логического объяснения, вот почему так тяжело, почему так больно, почему все дни слились в один, да, какой-то бесконечный день сурка. Постоянно одно и то же повторяется, и выбраться из этого невозможно. Как, знаете, бег с препятствиями, да по кругу, да, всегда одно и то же у вас идет. Прям усталость чувствуется. Усталость, напряжение, боль. Боль и даже какое-то вот как отчаяние мне идет. Отчаяние. Особенно вот от этих вот предательств, либо от скверного отношения к вам, да, вот вы этого не заслужили. Вы никому ничего плохого не сделали. Наоборот, я вижу, что вы очень открытый человек. Вы помогаете всем, вне зависимости, кто эти люди. Хорошие, плохие, знакомые, незнакомые. Животным, вижу, помогаете. Кстати, кто-то животных больше предпочитает общество животных, чем общество людей. И вас я могу понять. С таким-то прошлым это нормально, да? Это нормально, потому что в людях полное разочарование пошло. И вот это обращение
надменное обращение не заслужили. То есть за ваше добро, извините, вас еще и грязью обкидывают. Прям совсем, нечестно, неправильно, так не должно быть. А знаете, вот что я вижу? Я не вижу здесь порчи. Вот сразу вам говорю. У кого-то отыграется, может быть, с глаз, но не более того. Ни порчи, ни проклятия я здесь не вижу. Вот я вижу, что вы просто сильнее становитесь, разборчивее становитесь. Те люди, которые от вас отворачиваются, они видят вашу силу, они ее чувствуют, они вас боятся. Потому что у каждого из этих людей по-своему рыльца в пушку. Да? На каждом есть грехи, и не один. И эти люди, они отворачиваются, потому что вас боятся. Вот сила растет. И когда сила растет, она ведь и болеть может. Да? Просто не успевает организм адаптироваться к тем сильным энергиям, которыми вы сейчас наполняетесь. Наполняетесь вы явно из космоса. Вот это показано. Видите, вам прям в голову заходит. Сильная энергия идет. Как заряжаетесь, перезаряжаетесь, сила растет. Поэтому дурные люди вас избегают, потому что у них чуйка. Знаете, как дурные, они все такие трусы, да? Они сильных людей боятся. Вот со слабыми, да, они могут там поиспользовать таких людей, поиграть с такими людьми, могут там, знаете, поманить. А вот когда сильного человека чуют, вот они избегают. И у вас так отыграется, что те люди, на которых вы рассчитывали, кого вы считали там друзьями, приятелями, все были никчемными, негодными, плохими людьми. И теперь они боятся вас, боятся, что вы за прошлое вспомните, либо узнаете о каких-то их проступках негативных по поводу вас, вашей жизни. Поэтому вас избегают. Не пренебрегают, а боятся и избегают. Вот это вы должны знать. То, что касается ваших прошлых бед, которые выпали на вашу долю, но эти беды, они были вашими испытаниями. Да, вот такими мерзкими, болезненными и жестокими испытаниями. А кто говорил, что испытания легкие бывают? Прежде чем что-то получить, да, это нужно заработать, нужно доказать, что вы этого достойны. Вот смотрите, вас обманывали, вас предавали, вами пользовались, да, скажем так, причиняли вам боль. Но вы ведь не сломались, вы ведь не прогнулись, вы ведь не озлобились. Правильно, вы остались сама собой, либо остался сам собой, если мужчина меня смотрит. Вы ни чуточку не изменились, понимаете? У вас до сих пор есть силы на то, чтобы понять, даже простить. Да, вот есть у вас эти силы, и вы этим живете. Вы живете, понимаете, те испытания, которые вы прошли, уже бы другого человека давным-давно пополам бы сломало. Да? Уже бы к праотцам отправился. А вы нет, вы выстояли, вы выдержали. Вы Вселенной доказали, что вы очень мощный и сильный человек, что вы достойны своей силы, вы достойны своего дара, вы достойны своего предназначения, таланта достойны, понимаете, лучшей жизни достойны. Вы все разные, у каждого свой путь. Но я вижу, что это все было испытаниями. Очень тяжелыми, очень болезненными. Испытания, которые вот как шрамы оставили. У кого-то и на теле, у кого-то в душе, у кого-то и в душе, и на теле. Понимаете? Это были испытания. Никогда ничего не дается за просто так. Вот поверьте, это закон Вселенной, да? Не дается просто так. И кто бы вам что ни говорил, это не так. Чтобы что-то получить, нужно за это сначала заплатить, понимаете? Вот и вы и платили, и доказывали, и проходили свои испытания. Не жалейте о своем прошлом, поверьте, вам все сторится и воздастся. Да, жалко лучшие годы, которые вы страдали, да, прожили в страданиях, но поверьте, жизнь, она многогранна. И ваше счастье, и ваша новая счастливая жизнь, она у вас впереди. Сейчас вот здесь в центре показано, что вы наполняете силой ежедневно, ежечасно, ежеминутно. И те боли, хвори, которые сейчас вас преследуют по жизни, это просто организм не справляется. Вот. Хотите облегчения? Больше отдыхайте, банально высыпайтесь, да, полноценно питайтесь, чтобы ваш организм смог быстрее адаптироваться к той силе, которая в вас пробуждается, и к той энергии, которая постоянно, на постоянной основе к вам поступает. Вот я сейчас вас спрошу, за последнее время, как часто
у вас дежавю? Как часто вы слышите и видите то, что не видят и не слышат другие? Как часто вы можете читать мысли других людей? Как часто вы попадаете в нужные места, а в ненужные места не попадаете? Вот как часто? Просто в комментариях напишите. Ну, либо не пишите, просто плюсик поставьте, да? Вот, будет понятно, сколько людей откликнулось на эту отсыпку. Вам уже доступно то, что другим простым смертным, извините, недоступно. Вы это можете замечать, замечали. Может быть, это вас пугает, может, настораживает, да? Может, поэтому думаете, что на вас порча. На самом деле это не так. Сны, какие вам снятся. Вот, это тоже туда же, в копилочку. Хотите, верьте, хотите, нет. Но эта отсыпка именно вот как для избранных идет. Избранные люди посмотрят эту отсыпку. Это ваша информация, это информация для вас. Это объяснение того, что с вами происходит. Для того, чтобы в жизни что-то получить, нужно это заслужить. Либо за это нужно заплатить. Вы все разные, каждый живет по своему сценарию. У каждого свои испытания, но все они повязаны вот именно ниточкой боли. Да? Было больно, было обидно, до слез, до рева, до крика. Вот это все я у вас вижу. Сложный путь вам дан. Но этот сложный путь выбрала именно ваша душа. До воплощения души знают, какой путь им предстоит пройти. Ваша душа выбрала именно этот путь. Смотрите, тут еще показано, что те испытания, которые вы прошли, они не просто были даже испытаниями. Тут испытывали не только вас, но и тех людей, которые были триггерами в этих испытаниях. Ну, допустим, там предательство, обман, ложь, причинение вам боли, причинение вам каких-то ущербов, понимаете, да? Вот испытывали и вас, как это все перенесете, вынесете, озлобитесь, станете ли вы агрессивным человеком. И также испытывали тех, кто вам это причинял, да, чьими руками вам это причинялось. Да, у человека всегда был выбор, как поступить. Поступить как человек, либо поступить как тварь. Понимаете? И вот пожалуйста, да, двойные испытания. И здесь вот показано, что для тех, кто испытания не прошел, для них здесь что-то очень страшное приготовлено. И при жизни эти люди это страшное познают. На ваших глазах познают. По крайней мере, вы точно будете об этом знать. То есть как суд и как награда, да, вот вас, кто прошел испытание, награждают, а те, кто не прошел, карают, понимаете? То есть кто прошел, тот получает все, а кто не прошел, тот теряет все. Ну так показано. И это вот не один человек. Здесь их прям толпа какая-то собирается. Может быть, это ваши общие мучители, а может быть, на одного человека вот такая толпа мучителей выпала. Но это будет. Каждый ответит за свое. Здесь у меня люди награду получают, а здесь у меня люди расплату. Расплатятся. Очень страшно расплатятся. Я даже не могу озвучить то, что я вижу, потому что это прям... Это очень страшно, просто поверьте на слова. Видите, вас еще за трибуной показывают. Трибуна — это очень серьезный знак, знак того, что вы человек у всех на виду, знак того, что за вами люди пойдут, знак того, что вы будете, то ли руководителем, у кого-то отыграется, у кого-то вы будете возглавлять какую-то группу людей, у кого-то отыграется, что вы вот настолько значимая, знаковая персона, что вы будете вещать на большую публику. Да? Вот люди будут с удовольствием внимать тому, что вы говорите, и у вас как последователи будут. Да? Люди, которые и верят вам, и доверяют, и во всем на вас полагаются. Видите, вот прям за трибуной показали. Это ваше будущее. Здесь у вас еще и рыба красивая показана. Рыба — это и про любовь, и про деньги. Это про то, чего вы в жизни были лишены. Лишены, причем болезненно лишены. То, что вы всегда видели, но то, что было вам недоступно. Либо то, в чем вы познали самые болезненные моменты. Да? Например, там, в любви как-то все плохо у вас закончилось. Вы любили, доверяли, там, сердце, душу открывали. Человек просто, извините, нагадил и ушел. И также, например, деньги. Да? У кого-то вот из моих зрителей
возможно, была нормальная жизнь, полноценная, безбедная. То есть вы не нуждались, вам не нужно было там за каждой копеечкой, да, переживать, вот, там, жить так, затянув пояс, что прям глаза из орбит вылезают. Вот этого не нужно было. Но из-за каких-то событий, да, либо из-за чьей-то злой воли вы как будто бы все потеряли. Сейчас кто-то в долгах, как в шелках, кто-то прям еле-еле выживает, да, не живет, а выживает. Ну, а кто-то вот вроде работает от рассвета до заката, а все равно ничего не хватает. Да, вот все уходит, как песок сквозь пальцы. То есть тяжело. То есть вот эта рыба – это ваша награда. И это то, вот судя по размеру, да, этой рыбы, чего у вас будет вдоволь. И любви, и денег. Это то, чего будет вдоволь. Когда сила ваша полностью раскроется, это вот прям вот ваше первое обретение. Дальше у вас идут какие-то имущественные обретения. И еще идет у вас обретение желания. Как ракушка для вас откроется. Да? Вот даже ничего делать не нужно, она просто сама откроется. Ну а в ракушках у нас обычно что? Жемчуг лежит. Да? Это мечты. Мечты, которые исполняются. То есть сначала у нас любовь и деньги, потом какое-то имущественное обретение, и дальше ракушка. Кстати, вот это имущественное обретение, это не обязательно, что вы сами себе приобретете, возможно, это какое-то наследство даже будет, да, вот имущество недвижимое, да, получаете в наследство, ну, потому что это положено, потому что это должно быть вашим. Вот. Ну, а кто-то будет приобретать, может быть, даже и не один объект приобретете, может быть, несколько, да, может быть, своими руками, да, по своим проектам, да, что-то будете выстраивать, создавать. Так что очень прекрасное у вас будущее. Смотрите, жить никогда не поздно. Никогда не поздно начать новую жизнь. Там, ни в 20 лет, ни в 30, ни в 40, ни в 60, ни в 70. Понимаете? Вот что мне нравится в этой отсыпке, что это отсыпка человека-долгожителя. Вам отпущен очень долгий земной путь. То есть люди долгожители. И качество жизни. Да, можно долгую жизнь прожить, но мучиться и страдать, да, и вообще как жизни быть не радым. А можно прожить так, чтобы вот полноценным человеком быть вот прям до конца. Вот здесь именно второй вариант показан. Вы еще расцветете, вы еще очень сильно поменяетесь. Вот сила пробудится, вы научитесь с ней ладить, да, ею пользоваться. Еще раз говорю, у кого-то сила именно как сама по себе сила, да, человек сильный, волевой, мощный, который никого и ничего не боится, который верит в себя, который себя красиво подает. У кого-то сила – это ваш дар, да, дар, например, там, эзотерика, дар мага, дар целителя, дар ясновидца, биоэнергета, да, вот люди разные. У кого-то талант, да, возможно, вы талантливый человек, но сами о себе этого не можете сказать, не знаете. Здесь у каждого будет по-своему, но вы должны знать, что вы вот избранный человек. Избранный, и для вас вот какая-то особая миссия, цель в жизни есть, к которой вы идете. Ради этого вы прошли вот эти круги ада, да, свои испытания, и прошли их очень удачно, потому что вы видите это видео. Если бы вы не прошли, вы просто бы это видео не увидели. Даже если на меня подписаны и ежедневно смотрите мои гадания, вы бы просто не увидели. Вот и все, мои хорошие. И еще, мои хорошие, здесь вас хотят предупредить о том, что надвигается. Но надвигается не конкретно на вас, а скорее всего на всех людей, которые вас окружают. Да? Возможно, вообще на весь мир надвигается. Какие-то очень серьезные перемены, тектонические перемены, сдвиги. У кого-то могут катаклизмы отыграться, у кого-то еще что-то может отыграться. Но вам бояться не надо, вас это не коснется. Ни вас, ни ваших близких это не коснется. Вот тех испытаний, которые вы уже как пережили, прожили, вам хватит с головой. Больше такого в вашей жизни не будет. Теперь наоборот, как-то потихоньку все будет выравниваться, налаживаться. Вот. Чем сильнее вы будете становиться, тем лучше будет становиться ваша жизнь. Просто переживите этот момент трансформации, который вы сейчас проходите, и все у вас будет по-другому. Вот поверьте. Как, знаете, вот здесь показано, что от ненужных людей как чистится, да, пространство очистится от ненужных людей. А вот чувствительные, с чуйкой, да, ненужные люди, они прям сами будут это ощущать и будут прям в рассыпную бежать. Да? Вот как еще и
люди вокруг вас поменяются, настроение у людей поменяется, мнение, отношения. Вот, да, вот здесь еще такие перемены показаны. Перемены неизбежны, их нельзя остановить. Эта чистка, она вам не страшна, и вашим близким не страшна, как я и говорила. Но для очень никчемных, грешных людей это прям страх и ужас, как судный день вообще идет. Как судный день. В общем, вы этого не бойтесь, даже как-то наоборот, да, лучше подождите и встречайте. Вот, бояться вам больше нечего. Свое вы уже точно отстрадали. И для людей, которые вот прям очень одиноки в сегодняшнем дне. Видите, здесь человека показывают. Человека с крыльями. Крылья хоть и небольшие, но тем не менее есть. Это тот человек, который рядом с вами будет. Человек, который вас достоин. Это прям самое главное требование, да, чтобы был вас достоин. Для мужчин женщина, для женщин мужчина. Человек, который, ну, вот как-то похож будет даже на вас. Мыслить будет как вас, вас будет верить, вас будет поддерживать. Того человека вам сами небеса пришлет. Но встречу вам организует. Вот как человек под стать вам. Это человек, его роль вас оберегать, вас заботиться, защищать и делать вашу жизнь краше и лучше. Вот. Этот человек может быть и другом, человек может быть и любовью всей вашей жизни. Этот человек уже где-то тоже на подходе к вам находится. Видите, сначала у вас идет трансформация, потом у вас сразу идет этот человек, который вместе с вами идет в новую вашу жизнь. Ну, рядышком с вами идет в вашу новую жизнь. Мои хорошие, на этом у меня все. Ничего не бойтесь, больше ничего плохого с вами точно не случится. И с вашими близкими. Вы, как знаете, за всех отстрадали, за весь свой род отстрадали. Все испытания прошли. Теперь только хорошее на горизонте. Дойдите до конца свою трансформацию, раз она уже начата, да, надо дойти до конца. И я вам сказала, да, как облегчить свое состояние. Больше отдыхайте. Отдыхайте, спите, либо просто ложитесь, отдыхайте. Это будет вам помогать. Ну, а дальше все это пройдет, уйдет, и как и не бывало. Да? Своей силой научитесь обладать, либо даром своим пользоваться, либо талант свой раскрывать. И дальше все уже у вас просто вот идеально. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо. Всем пока-пока.